О ситуации в энергосистеме района Саида Харазия проинформировал начальник РЭС Зураб Ханагуа. Он сообщил, что в школе села Кацикыт установлен новый трансформатор, проведены линии электропередачи. В поселке Агудзера заменены 15 обветшалых опор. Также в селах Мархеул и Мачара провели СИП протяженностью 2,5 километра. В районной электросети происходит немало аварий. По мере возможности они устраняются. Также сотрудники сбыта вместе с контролерами, с инспекторами ведут постоянную работу по незаконно установленным трансформаторам, незаконно подключенным трехфазным линиям. За 2 месяца силовыми структурами у нас в районе было изъято около 230 единиц майнеров. Состояние электросети во всем районе желает оставаться, конечно, лучше. Тяжелое техническое состояние, испытывает хронический недостаток средств на ремонтно-восстановительные работы в сети оборудования. На данный момент во всем районе нужно заменить около 3000 столбов. В Гулрыбском районе острой проблемой на сегодняшний день остается вопрос водоснабжения. На насосной станции, обеспечивающей район водой, низкое напряжение в сети, в связи с чем насосы не включаются, и жители подолгу остаются без воды. Для решения проблемы нужна замена трансформатора, считает гендиректор ЖКХ Рауль Харазия. У нас насосы, у них ограничение 192 киловатт. Меньше их нельзя, чтобы они включались, потому что могут сгореть. Ну, сами понимаете, потом это будет еще больше проблематично их восстановить. Поэтому насосы такие, новые, это буквально в 2020 году их в эксплуатацию запустили по инвестпрограмме. Вот сейчас с коллегами из Черноморэнерго мы связывались с их руководством, вроде бы есть понимание. Есть возможность, как мы думаем, что если поменять трансформатор, да, возможно улучшить ситуацию. Там буквально нам нужно каких-то 10-15 киловатт, чтобы это все изменить ситуацию. Надеемся, что это поможет. Глава села Цабал Григорий Калайджан сообщил, что на сегодняшний день ведутся работы по расчистке ущелья от дикорастущих насаждений. 2,5 километра уже расчищено. Работы продолжаются. А в селе Бабушара на улицах Сванба и Вокзальная ведутся работы по расчистке ливневок. Глава села сообщил, что в настоящее время необходимо провести расчистку и углубление русла реки Малый Кудор, чтобы предотвратить подтопление близлежащих домов. Глава села Дранда также сообщил, что река Малая Скурча во время весенних паводков может подтопить до 40 домовладений, потому необходимо ее также расчистить. В аналогичных работах нуждается и река Парнаут. Мы реальную угрозу мы все знаем, так как в прошлом году, в октябре, во время паводков, были затоплены около 40 хозяйств. И ввиду этого было необходимо восстановить... Это жилые дома? Да, жилые дома, около 40 хозяйств было затоплено. И государство оказало поддержку. Но во избежание дальнейшего подтопления необходимо произвести работы по очищению и укреплению русла реки. Все материалы, поступившие от жителей в администрацию Гулрыбского района с просьбой предотвращения последствий весенних паводков, изучены и отправлены в правительство. Глава районной администрации Саид Харазия особо подчеркнул, что решение данного вопроса нашло полное понимание в лице главы государства. Все документы были собраны, была создана нами комиссия. Мы документы, что собрали, и обращения граждан передали в кабинет министров непосредственно премьер-министру. Предоставил те же документы нашей комиссии, наши заключения, о том, какие угрозы перед нами сегодня стоят в связи с весенними паводками. И увидел полное одобрение и понимание в лице президента республики по этим вопросам. Материалы по рекам Парнаут, Мархеул, Малый Кадор и Малая Скурча были отправлены в кабинет министров на имя премьер-министра. Впоследствии, эти материалы были направлены в управление капитального строительства Республики Абхазия. По 2 рекам, по Парнауту и по Мархеулу, уже была составлена смета, которая передана на
ее перепроверить должны, там своя процедура есть, и после этого они уже будут рассмотрены для того, чтобы уже предпринять какие-то шаги по ремонту, по как бы и искоренению тех проблем, которые сегодня есть. По реке Малый Кадор и Малая Скурча также занимается УКС. Пока сметы не готовы, но вот я думаю, на подходе в течение дня-двух эти сметы тоже будут готовы. Обращаются жители ко мне, и действительно серьезность данной проблемы, особенно паводков, это существует. Тут Саид Геннадьевич озвучил, что я встречался и с премьер-министром, и с президентом по данным вопросам. Частично уже осмечены документы в Кабмине. Еще раз подтверждаю, что серьезность понимают вышестоящие органы, и они изыскивают средства, чтобы данную проблему решить. Я думаю, в ближайшее время частично, по крайней мере, работы будут проведены. В ходе совещания выступили и другие главы администрации сел Гулрыбского района. Алька Трапшира, Мукамки, Абхазское телевидение.